вот утренний намаз. Вот сахаба, они придумывали разные способы, чтобы себя приучить и наставить на путь Аллаха. Кто-то во рту держал камень. Пророк, алейхиссалам, не повелел, чтобы во рту держали. Но они, Аллах, как говорит, «Валладина джахаду фина ланахдияннахум субуляна». Те люди, которые стараются идти на правильный путь, Аллах, я, говорит, их наставлю, говорит. Они придумывают разные способы, чтобы попасть на путь Аллаха. Я говорю некоторым своим братьям, дайте слово Аллаху. Вот сейчас, кто не дал. Пропускать намазы – это самый большой грех. Мы все знаем это. Намаз – это в первую очередь. Аллах про лицемеров говорит, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. Когда они встают совершать намаз, они ленятся, говорят. Встают, но лень, с ленью. А как будет те люди, которые вообще не встают, спят до утра? Это еще хуже же. Они еще хуже. В другом хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, кто вот салатул аср, фатаху салатул аср, после обеда намаз, когда человек бывает занят делами там по городу и пропускает после обеда намаз, как будто он потерял ахляху ва маляху, все имущество и всю семью, говорит. Если человек банкрот станет этот день, он разве будет радоваться, веселиться? Не будет же. А утренний намаз он пропустил, опоздал, он довольный, радостный. Как дела, говоришь, очень хорошо. Какой хорошо, как баракатный день, когда ты такой большой грех делаешь. И продолжаешь грешить. А что нас обманывает? Почему мы это грешим, постоянно продолжаем? Аллах говорит, «Я айюхал инсану ма гаррака би раббикал карим». О, человек, говорит, что тебя заставило обмануться, что Аллах тебя оставляет? Вот это нас обманывает, что Аллах прощает. Если Аллах сразу наказал бы нас, мы не продолжали бы, не повторяли бы. Сами себе вот на 40 дней, вот сегодня говорим, иншаллах, кто хочет намерение делает, Аллах и поможет. Если я буду пропустить утренний намаз джамаатом, я в мечеть поставлю 1000 рублей. Садака. Почему именно садака? Были такие люди с праведников. Они когда гибат делали, он себе говорит, я буду урза держать. Один гибат сделал, завтра урза держит. Смотрит, урза не останавливает. Потом говорит, если еще раз гибат будет делать, садака отдам. Мы все знаем, садака сильная вещь. Деньги, когда отдает человек, уже думает, гибат сделаю, там 100 рублей уходит. Намаз оставил, 1000 рублей уходит. Пророк, алейхиссалату вассалам, хадиса говорит, хасибу анфусакум кабля ан тахасабу. Сами себе, говорит, хисаб делайте, пока там вам не делайте. Посмотри, сегодня тебе 1000 рублей отдавать трудно. Утренний намаз пропустил. А завтра, судный день, еще хуже будет. Там еще больно будет. Ты сегодня 1000 рублей не можешь давать. Садака очищает. Когда один человек, у него сын плохой нрав увидел, он сразу садака делал. Когда у него спросили, почему садака делаешь, он ответил, Аллах в Коране говорит, «Хуз мин амвалихим садакатан тутахиру». Обращается к пророку, бери у них садака их очищает, говорит. Чтобы мой сына нрав хороший был, я садака даю, говорит. Садака такой сильный вещь. Аллах нам не говорит просто, люди разные. Кто-то может поклоняться Аллаху, боясь от ада. Кто-то надеясь на рай, кто-то чисто из-за любви Аллаха, потому что из-за благодаря Аллаху поклоняется. Поэтому мы каждый себя, балинсану аля нафси и басира, себя знает как человек каждый. Если у него награды, мы говорим, утренний намаз, такая награда, лицемерие, кто не приходит, их таким считали сахабы, кто на утренний намаз не приходит, явно лицемерие. Если мы лицемерие скажем, этого человека, он пригод будет. Если тебя не останавливает ад и рай, тогда ты должен вот так себя другим способом наказывать. На 40 дней сделайте. Как хорошо было бы, Аллахи, вот этот маджлис утром было бы, даже Абдулла Хаджи. Если вы утром собирались вот так, Аллахи, после утреннего намаза самое баракатное время. Мы сейчас кого-то из
И 100%, наверное, здесь 30% остается памяти. Утренний намаз и 100%, 80-90% осталось. И баракат больше было бы. Иншаллах, в дальнейшем, я надеюсь, к этому придете. Утренний намаз полный будет, иншаллах.